Добрый день, уважаемые магистранты. Я Кусаинова Лариса Ислямовна, являюсь кандидатом экономических наук, ассоциированным профессором кафедры экономики и управления. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать дисциплину системы менеджмента качества. И наша с вами пятая лекция — документирование системы менеджмента качества, где рассмотрим три вопроса. Роль документации в системе менеджмента качества. Второй вопрос — уровни документации. Третий — инструменты контроля качества. Документация системы менеджмента качества обеспечивает воспроизводимость процессов и прозрачность управления. Она включает политику в области качества, руководства, процедуры и записи. Инструменты контроля, такие как контрольные листы, гистограммы, используются для анализа данных и выявления отклонений. Документирование системы менеджмента качества является одним из ключевых элементов эффективного управления качеством в организации. Документы системы менеджмента качества выполняют функцию не только фиксации правил процедур, но и обеспечивает а, единое понимание процессов, требований и ответственности. В современных организациях а, документация играет роль связывающего звена между стратегией, процессом и операционной деятельностью, а, обеспечивая воспроизводимость, прозрачность и контроль. Какова основная роль документации системы менеджмента качества? Ну, здесь вы видите на слайде 5 элементов, которые включают в себе значимость документации системы менеджмента качества. Давайте последовательно их рассмотрим. Первое — это обеспечение единого понимания процессов. Второе — это поддержка стабильности и воспроизводимости. Третье — это обеспечение доказательности соответствия требованиям. Четвертое — обучение адаптации персонала. И пятое — управление рисками непрерывного улучшения. Обеспечение единого понимания процессов, оно связано с тем, что, как уже мы говорили, ISO 9001 а, выполняет системообразующую функцию, обеспечивает единое понимание процесса всеми участниками организации. Сущность этого единого понимания процессов означает, что все сотрудники одинаково трактуют цели и задачи процесса, понимают последовательность операций, знают свои функции, ответственность и полномочия, ориентируются на критериях оценки результата, осознают взаимосвязь своего участия и работы с другими процессами. Без формализованной документации каждый работник может интерпретировать требования по-своему, что приводит к разочарованию, ошибкам, дублированию функций, снижению качества. Такие документы обеспечивают единое понимание. В СМК это достигается через систему управляемой документации. Первое — это политика и цели в области качества, где формируется общее направление деятельности и единые ориентиры для всех подразделений. Руководство по качеству. Описываются структуры взаимодействия процессов, общие принципы управления. Процедура определяет порядок выполнения деятельности, распределение ответственности, контрольные точки и методы мониторинга. Рабочие инструкции подробно регламентируют появление конкретных операций. Карты процессов и регламенты наглядно показывают вход и выхода процесса, взаимосвязи подразделений, показатели эффективности KPI. Какие документы формируют единое понимание? Первое — это стандартизация терминологии, то есть закрепляются единые определения понятий, например, несоответствие, корректирующие действия, риск. Это устраняет разночтение. Второе — это четкое распределение ответственности. В документах фиксируется, кто отвечает за выполнение процесса, контролирует результат, принимает решения. Это снижает управленческую неопределенность. Прозрачность, последовательность действий. Процедура описывает алгоритм работники. Сотрудники действуют по единой логике, что особенно важно при смене персонала, расширении штата, внедрении новых технологий. Едиными критериями оценки результата являются это показатели качества, допустимые отклонения, форма отчетности. Это делает контроль объективным и сопоставимым.
Значение для казахстанской практики. Для организации Республики Казахстан роль документации особенно велика в условиях территориальной протяженности страны, наличия филиалов в различных регионах, перехода к цифровым системам управления, интеграции в международных рынках. Например, на промышленных предприятиях стандартизированные технологические инструкции позволяют обеспечить одинаковое качество продукции независимо от смены или филиала. В государственных органах регламенты государственных услуг обеспечивают единый порядок их предоставления в разных регионах Казахстана. Влияние на эффективность организации или обеспечение единого понимания процесса документации приводит к снижению количества ошибок и брака, уменьшению зависимости от человеческого фактора, ускорению адаптации новых сотрудников, повышению управляемости процессов, снижению конфликтов между подразделениями, формированию культуры качества. Связь с процессным подходом. Согласно требованиям ISO 9001, организация должна определять процессы, их последовательность и взаимодействие. Документация– инструмент реализации процессного подхода, так как она формирует структуру процессов, делает их измеримыми, обеспечивает воспроизводимость результата. Таким образом, обеспечение единого понимания процессов– это фундаментальная роль документации в СМК. Она превращает разрозненные действия сотрудников в согласованную систему, где каждый участник знает свою роль, понимает общий результат, действует в рамках единых правил. Именно через документирование СМК становится не формальной системой, а реально работающим механизмом управления качеством. Вторая роль– это поддержка стабильности и воспроизводимости. Это а, означает, что способность организации получить одинаково качественный результат при повторении процесса, независимо от смены персонала, объема производства, времени выполнения или территориального расположения подразделений. Сущность стабильности воспроизводства представляет собой следующий процесс. Стабильность процесса– это способность процесса функционировать без значительных отклонений в рамках установленных параметров с предсказуемым результатом. Воспроизводимость результата– это способность получить одинаковый результат при повторении одинаковых условий выполнения процесса. Без документирования процесса становится зависимым от личного опыта сотрудника, от устных инструкций, от неформальной договоренности, субъективных решений. В результате качество становится нестабильным. Документы, обеспечивающие стабильность, фиксация алгоритма действия, закрепление стандарта выполнения, управление изменениями и сохранение организационной памяти. А, Документация обеспечивает воспроизводимость, повторяемость операций. Рабочие инструкции позволяют выполнять действия одинаково способом в разных подразделениях в разное время. Протоколирование результатов, записи, журнал отчеты и форма контроля подтверждает выполнение требований, позволяет анализировать отклонения, обеспечивает доказательность. Контроль параметров. Документ устанавливает технические характеристики, допустимые меры измерения. Это приводит к тому, что, в принципе, мы можем показать, что в условиях Казахстана поддержка стабильности особенно важна для крупных предприятий, для государственных органов, для организаций, работающих по государственным стандартам и международным контрактам. Влияние на снижение риска. Документирование процесса позволяет минимизировать технологические ошибки, снизить производственный брак, предотвратить несоответствие, уменьшить влияние человеческого фактора, обеспечить доказательную базу при проверке и аудитах. Связано с принципами процессного подхода и управления рисками. Практические результаты для организации идет поддержка стабильности, воспроизводимости через документирование, приводит к предсказуемости результатов. Таким образом, поддержка стабильности и воспроизводимости– одна из фундаментальных ролей документирования в СМК. Именно благодаря данной документированию СМК превращается в механизм системы управления и обеспечения качества. Третьим ролью– это обеспечение доказательности соответствия требованиям. Доказательность– это способность организации подтвердить выполнение требований стандарта, продемонстрировать соответствие продукции установленным характеристикам, доказать соблюдение внутренних регламентов, обосновать принятие управленческих решений, показать результативность процесса. В современной версии ISO 9001 используется термин
документирование информации, которая включает документы и записи. Требования, которые подтверждают доказательства, это требования стандарта ISO 9001, требования потребителей, законодательно-нормативные требования, внутренние требования организации. Документация, обеспечивающая доказательность, это фиксация выполнения процессов, это прослеживаемость, подтверждение компетентности персонала, подтверждение управления рисками. Мы видим, что роль доказательности при аудитах, аудитор оценивает не декларирование, а наличие документирования процессов, корректность записи, полноту доказательств, соответствие фактической деятельности документов. Без записи невозможно подтвердить выполнение требований. В казахстанской практике применяется данный принцип, и поэтому можно сказать, что обеспечение доказательности идет в соответствии с требованиями одной из стратегических задач. Поэтому документирование в системе менеджмента качества– это не формальность, а инструмент обеспечения объективного, проверяемого и устойчивого качества деятельности организации. Обучение и адаптация персонала. Сущность данного процесса заключается в том, что это не только передача профессиональных навыков, но и формирование пониманий, политики цели в области качества, требований к процессам, стандартов выполнения работ, ответственность полномочий, принципы управления рисками. Документация служит официальным источником знаний, исключающий устные трактовки и искажения информации. Документирование информации как база обучения осуществляется для подготовки персонала политика и цели в области качества, процедуры и регламенты, рабочие инструкции, материалы по управлению рисками, записи о предыдущих несоответствиях. Документация как инструмент адаптации новых сотрудников, снижение зависимости от наставника, стандартизация программ адаптации, быстрое включение процессов, подтверждение компетенции персонала. И мы видим, что документирование позволяет фиксировать прохождение инструктажей. В Республике Казахстан данный принцип влияет. Таким образом, обучение адаптации персонала– это одна из стратегических моделей документов и документирования системы менеджмента качества. И управление рисками, непрерывное улучшение, да, поэтому она направлена на то, что выявляет риски и возможности, предупреждает несоответствие, повышает результативность процесса, совершенствует систему управления качеством на постоянной основе. Роль документирования управления рисками заключается в идентификации рисков, оценка приоритизации рисков, планировании мероприятий по управлению рисками, подтверждении результативности мер. Роль документирования в непрерывном улучшении– это фиксация несоответствий, корректирующие действия, анализ данных, принятие решений, актуализация процессов. Связь цикла с улучшениями заключается в том, что, как мы ранее говорили, что применяется данный метод планирования, выполнения, проверка, корректирующие действия, да, данные процессы применяются практически во всех органах. Таким образом, мы можем сделать вывод, что управление рисками неправильного улучшения– это стратегическая роль в документировании. И в связи с этим система менеджмента качества делается динамичной, устойчивой, способной к развитию и обеспечению долгосрочной эффективности ее развития. Существует уровни документирования, уровневые структуры документирования, соответствие документации. Уровни 4, как вы видите на этом слайде, оно имеет свои названия, имеет свои цели, свои содержания и, соответственно, применяется в разных процессах. Цели уровней, как мы видим, разделение стратегического оперативного управления, обеспечение удобства и поиска информации, упрощение управления изменений, поддержка согласованности воспроизводственного процесса. Связь уровней между собой. Политика качества, уровень первый, задает ориентиры для процессных процедур, уровень второй. Процедуры, уровень второй, конкретизируется через рабочие инструкции, уровень третий. Рабочие инструкции, уровень 3, подкрепляется записями, уровень четвертый. Мы видим, что в данном процессе тесная взаимосвязь между ними. Принципы построения уровня документации– это логическая иерархия, согласованность, актуальность, доступность, прозрачность. В результате мы видим, что уровневая структура документации– это фундаментальная основа системы менеджмента качества. В соответствии документации требований ISO– это ключевой принцип, когда должно быть достаточно, неизбыточно, понятно и управляемое.
Инструментами контроля качества являются виды контроля: входной контроль, операционный контроль, финальный контроль, контроль поставщиков. И инструменты — это процедуры контроля, рабочие инструкции. А, Здесь мы можем для себя сделать вывод, что существует статистический контроль качества, контроль карты, существуют диаграммы Паретта, диаграмма причинно-следственной связи, метод 5 ВАУ. Почему? Да? а, Проверочные листы, куда входит несколько различных элементов, да, аудит качества, испытаний измерением. Таким образом, мы видим, что контроль качества — это является одним из элементов а, единой системы управления системой качества. Ну и говоря о системе менеджмента качества и документирования, можно сказать, что уровневые структуры документирования обеспечивают логичность и управляемость, а инструменты контроля качества позволяют объективно оценить результаты, выявить причины отклонений и проводить непрерывное улучшение. На этом я завершаю нашу встречу. Спасибо за внимание. До новых встреч.